Этот сифон можно почистить несколькими способами. Один из них — это полностью его разобрать, почистить, промыть, собрать назад и поставить. Это может сделать любой, ничего в этом сложного нет. В этом видео я покажу способ, которым я пользуюсь, как его почистить без разборки. Зачастую, когда его разбираешь, и поддон потом назад прикрутить уже сложно. В смысле того, что резинка от времени дубеет, проседает, портится. И здесь очень часто начинаются подтеки. Особенно, когда вы пользуетесь горячей водой, поддон расширяется и начинает подтекать. Промоем мы его в тазике. Это можно сделать над унитазом, в биде, если у вас до туда дотягивается шланг от душа. Ну, здесь мы промоем в тазу. Что для начала нужно сделать? Сложить гофру в минимальное положение, для того, чтобы грязь всю выдавила внутри. И начинаем сначала промывать, лить сюда воду. Когда вода уже пойдет более-менее чистая, начнем заливать в выход. Итак, я этот сифон уже промыл, чтобы не травмировать зрителя. Бякушки оттуда вышло много. Но покажу, как его промывают на чистом. То есть сначала душ теплой воды сюда, потом в обратную сторону. Пошла вода. Промываем так, потрясываем, чтобы грязь сходила. И также в обратную сторону. Вот вода выходит, потрясываем. Вся грязь вышла. На этом завершили. Лишнюю воду сливаем, чтобы при монтаже у нас ничего не вытекло. Прокладка, которая здесь стоит, промываем, чтобы не было подтеков. И тем самым, не разбирая сам весь сифон, мы его промыли замечательно и монтируем назад. Ну, вкратце хотел сказать, чем он забивается. Это в основном бреются, женщины моют голову, волосы, с мылом смешиваются, и очень часто забивается сифон. Плюс еще вот эта гофра, она очень хорошо собирает. Все, ну мы промыли, все чистенько. Ставим назад и пользуемся. Ставьте лайки или дизлайки. Подписывайтесь на канал. Спасибо за внимание и всего доброго.